Добрый вечер. На ТНВ новости, в студии Альбина Слугараева. И сегодня в выпуске. Молочная гора. Вот, пожалуйста, работа для экологической полиции. Кто устроил свалку в Нижнекамском лесу и кому ее убирать? Лина Зинатуллина. Нет времени объяснять. Переселяйтесь. Дал бумажку нам еще. Как выселять? Вот так выселять будут. Хватит, пожили, говорит. Как одно объявление возродило панику в военном городке, узнал Салават Мухаммадулян. Мыться или нет, задумались жители Высокогорского района. Так вот, если 400 умножить на 3, 1200. Почему в один момент стоимость бани выросла в 3 раза? В банных вопросах разбиралась Лейсан Сабирова. Какое произведение легло в основу памятника Рустема Яхина? Я рабски благоговею перед красивой мелодией. Подробнее в материале Эльмиры Шимардановой. Хорошей погоды хлеборобам пожелал Рустам Минниханов. Сегодня президент осмотрел поля Нижнекамского и Елабужского районов. Сейчас главная задача – уложиться в сроки. В республике уже создан штаб на контроле весь ежедневный намолот зерна. Удастся ли наверстать потерянное время и завершить уборочную в срок? Александра Севастьянова. Вятские зори, как там у нас? Сергей. Вместо привычного костюма сегодня джинсы и легкая куртка, плюс теплое приветствие. Многих аграриев Рустам Минниханов знает лично, а это дополнительная ответственность. Сейчас район наверстывает упущенное из-за погоды время. Убрали всего 13% площадей. За прошедшую неделю они очень серьезно подтянулись. Последние 3 дня выработка хорошая. Район на сегодня, можно сказать, полностью мобилизован на уборку. Задача не менее 3500 тонн намолота ежедневно. На поддержку аграриям рассчитывать приходится. Рустам Минниханов отметил, по просьбе Марата Ахметова на удобрение к осеннему севу республика выделит 1 миллиард рублей. Пока все складывается неплохо, но, конечно, по времени мы очень сжаты, поэтому надо максимально этих дней использовать. Сельчане, в свою очередь, поинтересовались закупочными ценами на зерно. По словам Марата Ахметова, пшеница и ячмень не подорожают, а вот цены на рожь могут вырасти. Пожинают в районе плоды и социального урожая. В селе Костенеево появилась новая школа с пристроенным детским садом. Подростки сегодня попросили у президента футбольную площадку. Поручение на месте – построить. Кроме того, до конца года ожидается сдача многофункционального центра. Посетили и поля Нижнекамска. На них сейчас задействовано 54 комбайна. Убрали почти 17% площадей. В последние дни район опережает среднесуточные темпы. Ну ладно, ребята, хорошей работы. Успехов. Спасибо. Рады вас видеть. Давай, спасибо. Вперед, давай. Стимул к работе есть. В республике проводится конкурс на лучшего комбайнера. Призовые приличные – 200 грантов по 100 тысяч рублей. Бонусы и для других жителей района. Ремонтируются 6 детсадов. Строятся ФАПы, в порядок приводят дороги. Александра Севастьянова, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Елабужский и Нижнекамский район. И уже первые обозы с зерном, в народе их называют золотыми, начали прибывать на элеваторы. Среди первых – Азнакаево. Отправка обозов – это традиция. Хлеборобов угощали чак-чаком и провожали гармошкой. На полях Азнакаевского района сейчас работает свыше 100 комбайнов. Средний урожай порядка 44 центнеров с гектара. Это высокий показатель по всей республике. Мухи, невыносимый запах и сотни пакетов с прокисшим молоком. Такую картину в Нижнекамском лесу обнаружил наш зритель. Срок годности истек еще в прошлом месяце, а сколько продукт пролежал в лесу, неизвестно. Кто слил и кому убирать, Лина Зинатуллина. Здесь нет ни молочных рек, ни берегов. Посреди леса целая гора молока и сметаны. Для полноты картины невыносимый запах. На солнце пакеты вздуваются и лопаются, а полакомиться сползаются стаи насекомых. Вот они, просторы наши необъятные. Все, полетели пакетики. Мусор уже видно с дороги. Птицы и звери растащили пакеты по всей территории. Молоко, уже больше похожее на кефир, обнаружили 3 дня назад. А вот сколько оно здесь пролежало, неизвестно. Ясно только, что срок годности продукта истек месяц назад. Вот, пожалуйста, работа для экологической полиции. ООО Коровикулова. Что молоко самарского производства, конечно, не значит, что оттуда его привезли, чтобы вывалить в лесу. Скорее всего, это наследство одного из местных магазинов. Только вот экологической полиции уже нет, а в Закамском управлении Минэкологии говорят, что заниматься проблемой должен лесхоз. Но оказалось, что и для лесников это чужая вотчина. Вот эта лесная земля государственная, а та земля, я не знаю чья. Это, наверное,
другого района, вообще не нашего, не зона нашей деятельности. Сейчас надзорным органам предстоит определить владельца этого земельного участка. А вот кто свалил мусор, могут и не найти. Но вывозить его придется собственнику земли. Впрочем, взяться за уборку готовы и лесники. К тому же, кроме молока, здесь нашелся и бытовой мусор. Лена Анатольевна, Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамский район. Уважаемые жители, мы готовы вас расселить. Невразумительное объявление повергло в шок жителей казанского поселка Аракчино. Если дословно, вам необходимо представить документы на ваши квартиры для рассмотрения возможности расселения ваших домов. Информация касалась порядка 500 жителей 12 домов Кировского района. Что хотели сказать этим чиновники и почему сегодня резко сменилась формулировка? Салават Мухаммадуллин. Вас, говорит, выселять будут. Дал бумажку нам еще. Как выселять? Вот так выселять будут. Хватит, пожили, говорит. Таким острым на слова оказался разносчик объявлений. А в них администрация Кировского района просит жителей представить документы на квартиры для возможности расселения. Прочитав, ужаснулись и вышли на улицу. Никто ничего не говорит. Отправить нас Васильева или Осинова. Нас не устраивает, мы не пенсионеры. Приватизированная квартира. Каждый имеет право, допустим, если даже переселять. Будем условия ставить. Почему расселяют? Аварийным жилье не признано, ветхими их не назовешь. Единственная проблема здесь – в домах нет газа, хотя инфраструктура для голубого топлива проведена. Подъезды, как и внешний вид домов, вполне себе не аварийные. Конечно, в некоторых местах торчат провода, а стены зашпаклеваны на скорую руку, но, как говорится, жить можно. Работает даже система дежурный по подъезду. Так что же не так с двухэтажками? Жители уже начали строить догадки. Была статья, что эта земля передана республиканскому фонду поддержки обманутых вкладчиков, дольщиков и так далее. И будет здесь типа поселок Серебряный Бор. Может, поэтому. Но это только догадки и слухи. Связано с этим, по всей видимости. Поэтому кто-то хочет забрать землю. Да. По всей видимости. Чтобы узнать истинную причину возможности расселения, мы обратились в районный исполком. Здесь уточнили, этим занимается жилфонд, и направили в столичный исполком. Там оказались немногословными. В ответ коротко, но не совсем ясно. В настоящее время идет обновление базы данных по жилым помещениям Казани. В рамках этого идет уточнение характеристик домов и квартир военного городка 32. В формулировках города нет ни жилищного фонда, ни фраз о возможном расселении. Его вовсе не будет, сообщили нам в устной беседе в пресс-службе мэрии. И попросили жителей Аракчино не волноваться, а авторы объявлений впредь будут внимательней. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Сами ничего не делают, а то, что есть, уничтожают. Сегодня наша съемочная группа стала свидетелем нестандартной ситуации. Сотрудники одного из казанских ЖЭО разобрали импровизированный шалаш, сделанный руками местной детворы. Оказалось, во дворе им больше негде играть. О том, как легко разрушить детскую мечту. Алина Мингалеева. Ему не интересны компьютерные игры и телевизор. Он занимается спортом и интеллектуальными играми. Таких ребят, как 15-летний Артем, в этом дворе оказалось немало. В итоге сложилась команда единомышленников. Сами придумали и построили нано-шалаш. А все потому, что во дворе для детского досуга ничего. 3 года нам обещали сделать дворик. Нету горок, качелей, футбольного поля, баскетбольного поля. Его сделали сами себе штабик, чтобы играть там. Из картона и полиэтилена сделана вот такая простая конструкция. А все потому, что во дворе Амирхана 55 детская площадка не обустроена. Шахматы, пазлы, лото – вот что привлекает внимание ребят этого двора. В этом шалаше разговоры по душам, песни и мини-пикники. Теперь им завидуют даже взрослые. Это здорово, что дети что-то проводят с пользой время свое, не попусту тратят, что-то делают для двора, для игр. То есть это очень интересно и для детей, и для себя. Однако спокойствие родителей и радость детей не разделяет местное ЖЭО. Во время съемки неожиданно во дворе появились их сотрудники. Пару движений руками, и от шалаша ни следа. Ну зачем это? Боже, вот директор идет. Вот куда пошли-то? Вон-то. А зачем вы это все сняли? Я исполнитель. Какие-либо комментарии местные коммунальщики давать отказались. Не нашлось ответа и на главный вопрос, когда во дворе появится настоящая детская площадка. Алина Мингалеева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. В баню по цене сауны жителей Высокой горы бросило в жар от новой стоимости старой услуги. Она выросла вдвое. Теперь помыться стоит 400 рублей. А ведь эта баня единственная общественная в районе. Ждать ли оптимальной температуры в отношениях местных властей и населения? Ляйсан Сабирова.
Взрослый 150 и 400, детский 75 и 200. Заядлые банщики увидели новые тарифы и вспотели еще у кассы бани. Бирюлей приехали, там уже больше 10 лет нет бани. Взяли деньги на баню, ровно по 120 на 3. Хорошо, что взяли на продукты. Отдали. Несколько лет назад здесь провели капремонт, но работать на всех парах все же не получается. Я думаю, просто у них нет приборов учета. Перед 1 сентября то откроют, то закроют. Прокуратура нам в прошлом году очень помогла. Мы обращались к депутату. В этом году ситуация другая, потому что задолженности за газ как таковой нет, просто вследствие того, что баня убыточная. Вот ведро наше, вот тазик. Когда баню закрывают, если вдруг на ремонт или куда-то, моемся вот здесь. У многодетной семьи Каюмовых нет ни бани, ни ванны, поэтому доступность общественной бани – вопрос стратегический. Просто жизненная необходимость для нашей семьи. Сегодня здесь выходной, хотя попариться сюда ходят 2 раза в неделю, в субботу и воскресенье. И пар выпускает совсем небольшое количество населения, уверены в местном исполкоме. Еженедельно баню посещает в летний период порядка 50 человек. Баня в собственности высокогорских коммунальных сетей. Однако в ее содержании до определенного времени участвовал и район. Субсидировал. Сейчас это невозможно. Встал вопрос, париться населению или париться владельцам из-за ежегодных убытков в 1 миллион рублей. Руководителем исполкома ведутся переговоры с АО «Высокогорская коммунальная сеть» для решения этого вопроса. Пока договоренности не достигнуто никаких. И вопрос, скажем так, субсидирования тоже не решен. К примеру, в Казани стоимость похода в общественную баню 150-200 рублей, но и клиентов там сотни. Если в Высокогорской из-за высокой стоимости поток сократится, то не исключает, что стоимость еще и вырастет, а потом и вовсе встанет вопрос о закрытии. Однако каждая из сторон надеется на то, что удастся установить оптимальную температуру в отношениях. Лейсан Сабирова, Эльмира Шимарданова, Андерсон Тальцев, Рамзель Гарипов, ТНВ, Высокогорский район. Об этой проблеме нам сообщили жители Высокой горы. Если вам есть что рассказать, звоните по телефону 570 50 17. Это новости на ТНВ и далее в программе. Какое произведение легло в основу памятника Рустема Яхина? Я рабски благоговею перед красивой мелодией. Подробнее в материале Эльмиры Шимардановой. Отдых с отцовского благословения. Как выходной с ТНВ провела большая семья настоятеля церкви. Лена Зинатуллина. Большой улов. На своей странице в Инстаграм Рустам Минниханов выложил фото с рыбалки на Камчатке. На удочку президента попался палтус. Почти 20 тысяч подписчиков поставили лайки. Ранее в сети появилось подобное фото и от Владимира Путина. Тогда в свой выходной президент России рыбачил в горных озерах Тывы. О том, чья рыба больше, разгорелся виртуальный спор. Профессиональные рыболовы отметили, что из палтуса ухи получилось бы больше, и она была бы наваристее. С ходом строительства собора Казанской иконы Божьей Матери ознакомился Минтимир Шаймиев. Здесь прошло выездное совещание строителей. Сейчас продолжается заливка 4 арок, после чего будут сделаны элементы купольной конструкции. Планируется, что к зиме здание будет под кровлей. Также Минтимир Шаймиев и митрополит Феофан посетили пещерный храм, где также идут восстановительные работы. Вечная память автору государственного гимна республики. В Казани в сквере по улице Большая Красная откроет памятник татарскому композитору Рустему Яхину. Его знаменитая мелодия к песне «Китмя Китмя Сандугащ» легла в основу концепции скульптуры. Музыку монумента услышала Эльмира Шимарданова. Обещанного не 3 года ждали. В случае с памятником Рустему Яхину все 7. Асия Минулина каждую свою скульптуру считает ребенком. Называет памятник Яхину давно родившимся дитя. Просто долго не могли определиться с местом его установки. Яхин очень близок мне. У меня мама хорошо пела. И она пела его романсы. Именно эту песню «Китмя Китмя Сандугач» напевала мама скульптора. Задумчивым и скромным останется в памяти миллионов известный татарский композитор и пианист Рустем Яхин. За удивительный мелодизм его любил народ, а профессионалы за особую роль в развитии татарской профессиональной музыки. В проектировании бронзовой статуи участвовал и московский скульптор Андрей Балашов. Прочитано множество книг, а все, что между строк, узнали из рассказов очевидцев. В итоге 1 год работы и 6 миллионов рублей. Именно столько потребовалось времени и средств для создания памятника. Прочувствовал я, он близко воспринимает внутреннее состояние природы, человека,
И хотелось именно это изобразить. Выбор места для авторов стал сюрпризом. Планировали в парке филармонии, а установили в сквере напротив консерватории. Здесь у нас композиторский переулок получается. Большой концертный зал имени Сайдашева, консерватория имени Назиба Жиганова и памятник Яхину. Это три выдающиеся личности, которые создали орнамент, потрясающий орнамент музыкальной нашей культуры татарской. Открытие памятника состоится 16 августа, в день рождения великого татарского композитора и пианиста. Эльмира Шимарданова, Амир Залюшев, ТНВ Казань, Лаишевский район. Ушла легенда, но живы традиции. Сегодня дети и внуки Альфии Авзаловой собрались на семейный плов и фотосессию. Так было и при ней. Ее родственники специально приехали из Америки. Альфия Авзалова всегда чтила семейные традиции. Певица никогда не любила фальши, поэтому и петь за столом не разрешала. Только интеллектуальные беседы и только об искусстве. О том, как теперь этот день стал днем воспоминаний, мы расскажем в новостях в 21:30. Отдых с благословения героями проекта «Выходной с ТНВ» на этот раз стала необычная семья. Бывший энергетик, а сейчас настоятель одной из казанских церквей Сергей Михайлов познакомился с супругой 20 лет назад. Оба трудились на ТЭЦ. Сейчас у них 9 детей. Как они отдохнули вместе с нами, Лина Изнатуллина. Самое главное, камера работает. Ну а путь сегодня недалек, ведь выходной мы проведем с казанской семьей. Михайловы воспитывают 9 детей, и все они уже нас заждались. А вот и Михайловы встречают всей семьей. Отдыхать с нами отправляются 7 девочек, 2 мальчишек, их мама и крестная. Вот только не удастся взять с собой папу, или лучше сказать батюшку. У Сергея Михайлова сегодня служба. Ну а мы уже в пути с большой семьей, и в дороге не соскучишься. Со зверями и птицами Казанского зоопарка многие Михайловы уже встречались, хоть и несколько лет назад. А вот для кого-то это первое знакомство. Здравствуйте. Кто это, доча? Лев. Какой хороший. Какой большой. Видите, как он подирает голову? Ой, он полез. Здорово, то, что мы все вместе собрались. То, что все маленькие, так же, как и мы, посмотрели животных, увидели. Очень редко получается, потому что у всех учеба, у кого-то еще что-то, у родителей много дела. И когда собираются всей семьей, это, конечно, весело. Но хотелось бы туда, где поинтереснее. Ну, по крайней мере, для меня. Накупались, наигрались, самое время подкрепиться, а заодно и обсудить совместный с ТНВ выходной, ведь каждому есть что сказать. Классный день. Все понравилось. Море эмоций, впечатлений. Поездка классная. Больше всего, конечно, понравился аквапарк, потому что ни разу здесь не были. Купались. Больше всего мне понравилось кататься с горки. Очень захватывающе. Экстремально. Очень весело. И то, что вы нас куда-то вытащили вместе с семьей, это вообще очень круто. Такой праздник нам устроили. Огромное спасибо руководству ТНВ, особенно девочкам, которые нас сопровождали, оператору. Очень было с ними приятно общаться. Огромное спасибо. И Теле2 дарит вам вот такой замечательный смартфон. Спасибо. Пап, мы выезжаем, жди нас. Своими впечатлениями всем уже не терпится поделиться с главой семейства. Этот выходной с ТНВ подошел к концу, ну а мы уже ждем следующего. Лина Изнатуллина, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Оставаться на связи в путешествии нашим героям помогает федеральный мобильный телеоператор Теле2. Теле2 – бессменный спутник семейного отдыха с ТНВ.
Лучшие педагоги республики съехались в Муслюмово. Завтра здесь пройдет августовское совещание. На этом масштабном ежегодном слете ждут Рустама Минниханова. Традиционно наметит векторы развития сферы образования. Дмитрий Аринин уже почувствовал атмосферу предстоящего события. Он с нами на прямой связи. Дима, добрый вечер. Да, добрый день, коллеги. Это районный дом культуры села Муслюмово. Именно здесь завтра пройдет республиканское совещание работников образования и науки. Во главе с Рустамом Миннихановым предстоит обсудить этнокультурный и воспитательный потенциал Татарстана. Для этого здесь соберутся более 300 специалистов. Это руководители министерств, муниципалитетов, а также образовательных учреждений. Собственно, они уже в Муслюмово работают неделю, на специализированных секциях обсуждают отдельные вопросы развития образования. В течение недели специалисты обсуждали вопросы дошкольного образования, отдельно школьного образования. Также предложена была новая система профессионального образования, свойственная для сельских районов. Также мы обсуждали вопросы развития детей с ограниченными возможностями. Конкретно завтра будут говорить о том, как воспитать специалиста будущего и о том, каким должен быть современный учитель. Совещание завтра начнется в 11:30. Оно будет транслироваться в прямом эфире на портале правительства республики. Мы будем следить за ходом обсуждений и расскажем, к каким выводам и решениям пришли. На этом у меня пока все. Коллеги. Спасибо, Дмитрий. Я напоминаю, что это был Дмитрий Аринин. Он сейчас работает в Муслюмово, где завтра пройдет августовское совещание. А вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Убил прабабушку за 45 тысяч рублей. Верховный суд вынес приговор 19-летнему мужчине. Почему он пошел на страшное преступление, через несколько минут. А я напоминаю, что все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Далее выпуски спорта и прогноз погоды. Я не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Жми на газ! Возьми «Ладу» сейчас! Автоцентр «Парус» объявляет о старте госпрограмм. Первый автомобиль и семейный автомобиль. Льготный автокредит. Без первоначального взноса. Автоцентр «Парус». Вот такой должна быть пешеходная улица. А вот такой должна быть газета городских новостей. Газета «Город». Вот такой должна быть газета городских новостей. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 278 33 33. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре «Марка». Звони 4 5 3 единицы. Спешите! Уникальное предложение от санатория Шифалы-Су и Жминботы. Для членов профсоюза и их семей путевка санаторная от 1990 рублей. Для образцовой взыскательной публики здравница Чувашской Республики. Вас приглашаем в оазис заботы и теплоты. Окунитесь в мир здоровья и красоты. Ждем вас в санатории Чувашия. В Мебельграде большая сезонная распродажа. Весь август скидки на 100% мебели. Двое мужчин в доме, а гвоздь прибить некому. Наносим отметку карандашом. Берем молоток и забиваем. Все понял? Научил? Да. С таким помощником мы тебе беседку на даче в 2 счета построим. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. СКАНАВТО. Большое поступление автомобилей «Лада Гранта» с выгодой до 60 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Успей обменять свой автомобиль на новую «Лада». КАНАВТО. Сибирский тракт 48. Телефон 230 30 30. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадабызның якты йолдызлары Хәмдүнә Тимиргалиева, Венера Ганиева, Расим Низамов, Резида Шарафиева, Рөстәм Закиров, Әнвәр Нургалиев, Раяз Фасихов, Марсель Вагизов, Зөфәр Хәйретдинов, Ришат Төхвәтуллин, Сирина Зайнетдинова, Филис Кахиров һәм башкалар. Махсус кунаклар Альберт Асадуллин, Ринат Ибрахимов һәм Илмира Калимуллина. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Башлана 18 сәгатьтә.
Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиатов. Кульминация наступила в концовке игры. В рамках 6-го тура премьер-лиги футболисты казанского «Рубина» отправились на самый длительный выезд в Хабаровск. Перелет в 7 часов сказывался на стартовых действиях казанского клуба. В первом тайме опасных моментов у ворот соперника практически не было. После перерыва команды заиграли веселее. «Рубин» был ближе к открытию счета, чем соперник, но именно СКА открыл счет на 82-й минуте. Сергей Рыжиков не очень уверенно сыграл на выходе, а Христов из непростого положения отправил мяч в сетку. Казанцы не опустили руки, уже в добавленное время счет сравняли. Карденис мягко навесил на дальнюю штангу, Ниоц Акташ головой буквально вколотил мяч в ворота. Как результат, боевая ничья в активе казанцев после 6 туров стала 8 очков. В следующем туре 19 августа «Рубин» примет дома Махачкалинский «Анжи». Прямая трансляция поединка на нашем телеканале. Другое дело, что есть определенные трудности в составе. Но это другой вопрос. Но в целом, я думаю, что ничья закономерный результат, потому что при счете 0-0 мы имели возможность. До начала юбилейного сезона КХЛ осталась ровно 1 неделя. Хоккеисты «Акбарса» сдают заключительный экзамен. С трудовой победой команда стартовала на Кубке Латвийской железной дороги. Уже в первом поединке команде Белелединова в сопернике достался «Локомотив». Ярославская команда неплохо усилилась в межсезонье и в этом году безоговорочно будет вести борьбу за Кубок Гагарина. Поэтому игра с таким оппонентом – отличная возможность посмотреть на свои недостатки. Место в воротах занял Эмиль Гарипов. У него работы было намного больше, чем у коллеги по амплуа Александра Судницына. Со своей задачей Эмиль справился. Внимание болельщиков также было приковано к Андрею Маркову. Новичок барсов пропустил предсезонный турнир в Нижнем Новгороде, и в Риге он впервые сыграл за казанцев. В результате «Акбарс» выиграл у «Локомотива» 2-1. Заброшенными шайбами отметились Азеведо и Малыхин. Вязкая игра была. Играли против хорошего соперника. Видно, что команда «Локомотив» хорошо сыграна. Есть такие наработки, поэтому самое главное выиграли. И есть к чему где добавлять. Тем временем сборная России по баскетболу выиграла международный турнир в Казани. В матче 3-го тура россияне не без труда обыграли сборную Исландии со счетом 82-69. В активе команды Сергея Базаревича уже были 2 победы над Венгрией и Германией. Исландцы стали самой непредсказуемой сборной для наших ребят. Последний период начался при счете 60-54, предполагавшим нервную концовку. Соперники почувствовали возможность обыграть хозяев и стать победителями турнира. Однако после точных попаданий россиян интрига стала утихать. В итоге наша сборная выиграла, но получила хороший урок от исландцев. Теперь команда отправится на подготовку к чемпионату Европы. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания.